еще дополняю видео, ребята. Часть вторая, как заморозить гибрида. Самый правильный вариант. Сейчас покажу вам самый правильный вариант. Сейчас еду на выездную заморозку, так скажем, автомобиля. Поэтому покажу прям самый реально железобетонный вариант. Ну, стоит, конечно, денег мой выезд, но оно того стоит. В общем, вы не угробите батарею, если сделаете это именно так, как сделаю сейчас я. Смотрите, пожалуйста. Так, приехали. Что реле перемыкает. В общем, нужно первым делом снять, как все чистенько, да? Прям видно, какой ковролин. Прям даже ни разу муха не сидела тут. Да? Якутская муха еще не сидела здесь. Ага. Первым делом, ну-ка, снимаем кожух. Поснимай, пожалуйста. Тут контент будет. Итак, вот эта штука снимается на себя. Хоба! Клипсами. Хоба! Теперь, так, секундочку. Почему его снимаем? Потому что, ну зачем ему в холоде стоять, да? Да? Конечно. Снимаем клемму. Эта штука вот так снимается. Нажимаешь. Где она? Куда нажимаешь? Да, вот сюда нажимаешь. Блин, или куда нажимаешь? А, вот же написано. Двумя пальцами вот так с двух сторон. Видно? Вот так зажимаете. Смотрите, тут клипсы, вот. Не надо ее ломать. Видите? Вот она вот так села, и вот так двумя руками. Вот понял, просто вот так вот. Понял. Берешь так, чик, ломать не надо. Как тисками зажимаешь. Да, вот так хоба, видите? Все, потому что много у кого сломано. Я вот смотрю, думаю, зачем? Все, клемму снимаем. Так, круговыми движениями. Пимпочку отсоединяем. Можно отсюда отсоединить. Оба. Ну, у кого есть, у кого нет, в принципе, не важно. Это родной аккумулятор, поэтому дорогущая штука. Вот. Как правило. Я всегда вот здесь оставляю ковролин. Крепежки. Крепежки на ковролине. И рядышком железочку ложу вот так. И она никуда не денется. Либо можно вот сюда положить. Вот. Хоба. И вот здесь, чтобы лежал. Все. Первым делом аккумулятор. Хоба. И в теплое помещение. Но аккумулятор знаете, да, зачем? Ему также будет плохо. 50 градусов. Ага, все. Теперь пойдемте. Ну и тут назад все это ложим назад. Теперь я пошел пока снимать батарею. Вот она все уже тут колом будет стоять, да? Все уже будет тут стоять. Так что я сидушки туда, вот сюда положу, пусть так лежат. Так, теперь, ну, стандартная процедура, ребят. Снимаем сиденье. Так, как сиденье снимается? Вот. До упора назад ложим. Ложим вот так, хоба. До упора назад. Ложим. Все, положили. Вот так вот должно быть. Теперь откручиваем сиденье, снимаем, таскиваем батарею. На самом деле это чемпионская батарея, поэтому ее надо все-таки беречь. В общем, здесь момент такой, сидушка, да? Первым делом надо отсоединить вот этот вот клемма. Она находится вот здесь, вот она. Отсоединяйте клемму, откручиваете 2 на 14. Держи, пожалуйста. Ага. Так. Сиденье вот так ложим, хоба. Все. Она вот так всю зиму будет лежать. В принципе. Это первое. Штука снимается как? Вот. Показываю, вот это как снимается. Кто будет. Но это дергаете вот так на себя. Опа. Тут чуть-чуть надо. Тут заглушка у человека. Вот. На 10 головочка. Маленькая. Хоба. Раз. 2. Я всегда ложу эти штучки вот сюда. Оба. Болты сюда ложу. Пластик, чтобы никуда не делись. Так.
Переворачиваем, ложим. Теперь на 10 еще у нас, ну потом с другой стороны. Второе сиденье. Покажу сейчас, как снимается. Тоже. Нужна головка на 14 всего лишь навсего. Ну и вот такой вот удлинитель. Тоже недавно, кстати, парень один спрашивал у меня, как снимается. Ну, не как снимается, а как обслужить контакты, потому что тоже он не знает, какие контакты, чтобы заморозить. Открываем, двигаем до конца назад. Вот эти штучки отгибаем. Вот, оба. Раз, два. Тут еще момент такой есть. Вот такая клипсочка есть между сидений. Вот она. Ее вот так ковыряете, хоп. Подняли, чуть-чуть приподняли, и вот так хоба. И я всегда ее ложу тоже в пластик. Куда-нибудь сюда. Итак, два болта. Раз. Два. Потом в обратном порядке хозяин, в принципе, сам сможет это все одеть, установить. Вот. Не обязательно меня вызывать. Угу. Так, здесь у нас тоже. Ну я как делаю? Эту фишку, чтобы снять, если тут такой вот ковыряться, чтоб хоп. Блин, чуть-чуть поцарапал пластик, блин. Извиняюсь, конечно. Либо можно дернуть рукой. Так вот, хоба, дернули рукой. Он отваливается. И вот здесь обязательно надо его снять. И назад он вот так одевается. Хоп, вниз. Две направляшки вниз. И вот так хоп-хоп, защелкнуть. Раз, щелчок, два. Вот, все. Хоба, двигаем теперь сюда. Здесь обязательно нужна вот такая ковырялочка, ребят. Удобная штука. Везде продается, в принципе, в любом магазине. Здесь надо сделать. Тут такой зажимчик есть, с той стороны бы, конечно, показать. Ага, вот отсюда. Здесь есть вот такая штука. Видите, она как держится. Ее вот сюда вот запихиваешь. Хоп. Видите, как зубчик, вот он, видите, как зубчик. И вот сюда запихиваешь, хоп, открываешь эту сторону. Здравствуйте. Супруга. Ага, здравствуйте. Чуть-чуть вот так хоба. И все. И эту как бы маленечко в стороночку. Но не сильно чрезмерное усилие не применять. Пластик. Здесь два болта. Чтобы потом сам... Да. YouTube канал тоже смотрим. Так. Всем интересно. Это у нас ЧК безопасности здесь. Именно так, как если оставить ее здесь, ну, в тепло положите, и все будет, все нормально. Конечно, о, блин, мы забыли это, завести машину, зарядить. Кстати, совсем заболтался. А, да? Да. Ну, пока мы ничего не делали. Теперь аккумулятор надо все-таки принести. В принципе, этот аккумулятор такой же, как этот. Вот видите, сколько банок? Раз, два, три, 4, 5, 6. И там то же самое, которые мы маленькие пластинки брали, там тоже в них 6 штучек. Видите? Просто здесь много-много-много пластинок внутри и залита кислота. И в принципе такой же. Если мы ее сейчас бросим здесь на зиму, даже заряженный, он все равно кончится. Потому что, ну, физический процесс, все химию проходили в школе. Понимаете, что чем ниже температура, тем разряд уменьшается, как бы там, плотность и прочие десятые. Поэтому мы сейчас маленечко забыли. Сейчас клемму накинем, зарядим. Маленечко. Что-то я заболтался тогда. В общем, чуть-чуть заболтался. Итак, как я показывал, нажимаем левой ногой на тормоз. Включаем дэшку. Все, и газ. Газ палас. Не смотрим эти все. Да. Газ палас. Сейчас хотя бы до одна верхняя останется. Видите, он ругается, там все такое. Не обращайте внимания. Ничего страшного. Он так заряжает, да? Да, ругается, ничего страшного. Один раз можно зарядить. Считай, уже потом простой же будет стоять.
Хотя она сейчас холодная. Холодная? Ну да, -7. Она на улице стояла? Нет. А, вы только что приехали? Она должна быть теплая. В общем, перед тем, как снимать, батарейку надо зарядить, ребят. Ну, в принципе, этого достаточно. Видите, почти полная. Ну, мы сейчас одну еще деление закидаем. И все. И будем дальше продолжать снимать батарею. Заодно и тот аккумулятор. В общем, батарейка чемпионская, поэтому заряжается очень долго. Процесс такой. Вот так делаем. Видите, он показывает акселератор туда-сюда, нельзя нажимать, ругается. О. И он сейчас перестанет на газ реагировать. Все, видите, все. Вот на пентаграммку смотрим, заряжает. Вот видите, еще деление зарядилось. Хоба, периодически надо убирать газ. Опять нажимаем. Ну все, хватит, в принципе, до полного не надо заряжать. Это очень сильная батарея, поэтому тут одно это деление мы долго будем кочегарить. Итак, зарядили, посмотрели. Где-то вот примерно вот так должно быть. Либо если два деления сверху будет, ничего страшного. Все, теперь можно все остальное снимать. Парковка стоит. Все, никаких ручников, ничего нету. Все, глушимся. Но так как именно батарея это сильная, ребят, у вас может быстрее зарядиться. Плавными движениями, ух, надо вот так вот заряжать, а не так, как я давил. Смотрим все-таки на пентаграммку, чтобы, когда пропадает заряд, газ отпускаем, опять газ даем. В общем, как-то так. Сейчас глушимся. Все, аккумулятор снимаем, продолжаем дальше. Ага, смотри оттуда. Сейчас. Вся семья в сборе. В общем, почему морозят? Ну, в принципе, здесь в Якутии очень, ну, в принципе, везде, где зима, гаражи дорого стоят. Посчитали 80 тысяч на зиму. Ну, это дорого. В общем, ЧК безопасности, с той стороны маленечко зайди. ЧК безопасности. Ее снимаем вот так. В сторону, вверх и вытаскиваем. Я всегда ее ложу вот сюда. Так же, как и эти болтики. Болтики в другое место положил. Не, вот они длинные. 3 штучки длинных. Всегда их я вот сюда ложу. Так как машина будет стоять всю зиму здесь, вот так вот ложу в сторонку. Теперь у нас шкура. Я называю это шкура. Ну, ковролин. Отгибаем вот так в сторонку. Хоп. Хоп. Ковролин чистенький. Чистенький ковролин, видно. Ага, все. Отсоединили. Теперь вот еще сбоку вот эта штучка. Фильтр. Фильтр, кстати, тоже лучше ковырялочкой вот здесь подковырнуть. Подковырнуть, чтобы не сломать эти крепления. Сюда тоже ложу всегда. Вот сюда ложу. Так, фильтр сняли. Шкуру приподнимаем. Приподнимаем шкуру вот так вот. И сюда ее. Хоба, на руль. Все, ничего, переключателя ничего не будет от этого. Так, теперь на 10 ключик нужен нам. Откручиваем главную вот эту раму. Блин, 10. Раму. Раз. Два. Тут вот 3, 4. Теперь пальчиками аккуратненько достаем. Хоба-хоба. Тут есть вот такой вот держатель. Его отковыриваем. Все, поднимаем вверх и на себя тянем, вытаскиваем. Хоп. Ну, желательно, конечно, вот эту раму. Так, это у нас от второго сидения всегда вот сюда ложу. Раму я всегда ложу вот в эту, в свое место. Ну и фильтр вот сюда сверху. Хоп. Все, чтобы не болталось. Дальше показываю, как снимаются вот эти вот штучки. Вот. На замке, на чеке есть вот такая вот пимпочка.
Ее вот сюда в дырочку втыкаешь. И круговым движением, хоп, приподнимается. Вот видите, приподнялась она. И все снимаете. Раз. Куда я положу? Вот сюда. Раз. Здесь есть у нас... Так, вентилятор мы будем снимать? Нет? Ладно, наверное, тоже снимем. Вентилятор. Или не будем снимать? Нет, наверное, не будем. Так, вентилятор не обязательно снимать, пусть будет. Хотя, если там места мало у вас, можете его снять. Все эти клемпочки вот всегда вот ложу по углам, там, где она не потеряется. Оп, здесь. С этой стороны у нас... Надо с этой стороны, малой, зайти. Зайди, пожалуйста. Получается, раз, два, три, четыре. Вот эту крышку нам надо снять. Ну, в принципе, все болтики видны. Тут такого ничего нету. Главное их туда никуда не уронить, потому что они будут потом скакать, болтаться, бренчать. В общем, всегда старайтесь их не ронять никуда. Так. Здесь тоже вот такая клипса есть. Хоба, ее вот сюда пытаешься. Ну тут не совсем удобно, конечно. Получается, я вот так делаю. Вот эту саму кручу. Саму кручу. Саму вот эту штучку. Тыкнул, хоп. Что, попал, не попал? Не попал. Тут как бы не совсем удобнецко бывает. Из этого отверстия. Поэтому я ее стараюсь не ставить, эту клемку. Она не нужна, в принципе, вам, ребят. Если вы ее... Видите, я ее воткнул круговым движением. Хоп, о, приподнялась. Еще раз рукой ее кручу, хоп, видите, приподнялась. Чпоньк, поднимаем. Парень будет оператором. Вырастет режиссером. Кстати, а че нет? Надо же кем-то быть. Может, блогером. Че? Плохо, что ли? Вот, эту не забываем снять. Ее желательно убрать куда-нибудь, чтобы во время того, как... Ну, потом не забыть, конечно, одеть. Потому что без нее не заведется. Сразу объясняю, вот эту штучку я специально сюда убрал, чтобы она не болталась. Вот. Все, клемму можно будет снять. Открываем крышку. Оба. Всегда крышечные болты всегда ложу в крышку. Вот так вот. Оба. Еще есть сбоку коса. Снимаем удлинитель. Удлинитель снимаем. Сбоку вот тут. Гаечка. Косу снимаем. Он как бы отдельный такой, видите, отличается. Тут больше шайбочка такая, а тут такая маленькая. Вот он один такой на 10. Здесь есть такой момент, маленечко надо язычок вверх поднять, чтобы коса снялась. Да. Вот видите, чтобы она снялась. Все. Хоба. Теперь сюда смотри, пожалуйста. Снимаем вот эту штучку. Клипсы. Клипсы снимаем, выдергиваем. Обязательно это ковырялки. Здесь тоже вот этот момент бывает, если вы ее будете загибать, там всяко разно. Ничего страшного. Вот такая хлипенькая вот эта вещь. Ну так как я уже ее недавно снимал, вот эту штуку, она уже легко снимает. Если вы ее там вот так вырвете и погнете вот это железо, ничего страшного. Вот, в принципе, теперь вот здесь, хоп, язычок подняли, хоп, язычок подняли, все. Вот эту штуку я всегда делаю вот сюда. Хоба, ее сюда, шкуру куда-нибудь. Вот так вот ее сделал, чтобы она вот тут вот, где она? Ну, куда-нибудь вот сюда, чтобы она вот здесь заткнулась вот так вот. И все, и никому не мешала. Теперь берем на 12 удлинитель, теперь нужен удлинитель. Хоба, 12 головочка. И пошли. Раз. Хоба. Раз. Два. Так, теперь с той стороны надо зайти. Пойдем, малой, туда. Ну, пока паузу ставь, когда так уходишь. Ты пошла, точно? Пошла. Хоба. Смотри, вот здесь вот есть. Хоба, поднимаем. Здесь
корпус на климпочке, ну, на пимпочке. Вот сюда, в принципе, можно ее вот так вот, чтобы не потерялась, положить вот сюда, хоба. Теперь здесь тоже держится, вот здесь отщелкиваем вентилятор. Это мы тогда последний раз ее маленечко заломали здесь. Ну ничего. Тоже аккуратнее, вот тут вот иногда может ломаться. Теперь вот, оба, сюда нажимаем, вытаскиваем. Все, стараемся ее убрать куда-нибудь. Теперь воздуховод мы сняли, клипсу на себя тянем. Вот он вот так вытаскивается легко. И вот уже сюда, как с пластиком, чтоб никуда не делся. Теперь берем еще раз, потом вот здесь вот 2, потом вот здесь вот 3. Все, всего 5 болтов таких должно быть. 5 болтов. Теперь запишу. Вот тут вот есть еще вот такая клипсочка. Вот она. Ее вот так в стороночку нажимаем и вытаскиваем. Все. Но я стараюсь их всех сюда убирать, чтобы они как бы за шкурой лежали. Все, теперь держи, малый. Показываю, как делаю я. Не знаю там, как другие делают. Но я делаю так. Оба, все рассыпалось. Так. Так, собираем опять. И сюда. Так, вот так в угол делаете специально, чтобы они в углу тут лежали. Ну, вот под таким углом. Хоба, все, теперь. Как делаю я? Заходи с той стороны, малый. Я в одиноково это делаю. Берем вот за эту сторону. Вверх. Вот тут вот иногда за воздуховод, иногда вот тут за... Ну как, прихватывает маленько. Но ничего страшного. За вентилятор вот сюда. Вовнутрь руку. Не бойтесь, ничего ему не будет. Выдернули. Вверх приподняли. Смотрим, чтобы никакие не касались. Все, здесь все отсоединено. Подняли в сторону. Вот так повыше. Вот примерно вот настолько надо поднять. Да. Хоба, в сторону вот так ложите. Чик, положил сюда. И на себя тянешь потихонечку. Хоп, хоп. Так, теперь, ну тут ковер чуть-чуть. Когда по ковролину это все идет, без ковров проще. Хоп, вот так вытащил. Потом вот сюда рукой. Хоба. И вот сюда куда-нибудь, где-нибудь тут берешь за стамином. Ну и все. Надо его куда-то вынести. Все. Я понесу. Ага, давай. Снимай, малой, как мы будем. Что так. Ну, в общем, вот так берете. С кем-нибудь, либо один. Я вот так беру ее. Видно? Оба, и потащил. Аккуратно, не поцарапать ничего. Малой, иди сюда. Вот. Как-то так. Аккуратно. В общем, на телегу ее и можно вывозить, продавать. Шучу, конечно. Ну все. Можно эту шкуру опустить, чтобы напряжения не было. Кого беспокоит это. Вот так приподнять, вот с коробки передать, ну, с рычага. И вот так вот положить. И все, чтобы она не деформировалась здесь. Теперь, оба, привычка. Забираем инструмент. Закрываем автомобиль. Все. Так. Огромное спасибо. Ага, ну все, сейчас занесем. Я занесу, там собака. Ага. В гараже. Ну я могу помочь. А? Нет, там собака. Так, ну все, двери самостоятельно как бы закроете. Ну вот это вот правильное решение. Вот так вот, если замораживать, то реально ничего не будет. А то, как я показал, когда в первом видео, первую часть, что просто зарядить и бросить ее, то это уже как бы такое, это уже другое. Тут фиг его знает, как у нее будет. Но если вы обслужите контакты, то в принципе можно. Как аналогию с зубами. Сняли челюсть, а челюсть вся в кариесе и положили на полку. Ну так же не делается. Надо ее почистить и на полку положить. Ладно, все, как-то так. Вот такой вот гибрид четкий. Кстати, это чемпионская тачка. Пока что еще это держится. Пока что все, которые мои автомобили были, это самая крутая батарейка.
Ну и свежая машина, 17-й, да, год? 17-го года. Но еще почему-то она в рестайл не попала, видимо, 11-й месяц 17-го года. С какого-то месяца пошел рестайл. Вот у меня уже 17-й, но уже рестайл. А какой месяц, я фиг его знает. В общем, такое видео, ребят. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и звоните, если кому надо такое же мероприятие сделать. Я приеду, сниму, уберете, заморозите, тентом накроете. Все, проблем не будет. Как-то так. Все, всем пока. Но не могу, конечно, я мимо отойти и не оглянуться. Потому что, смотрите, без пробега машина. Белый перламутр. Четкие колеса. Вообще салон обалденный, черный велюр. Блин. Все равно Вокси все-таки красавчик. Плюс лицо у него такое, блин, четкое. Пойду-ка все-таки на лицо посмотрю еще раз. Лицо у него прям борзявое такое. Сейчас профлист тут, блин, мешает. О, смотрите, какой фейс интересный, блин. Ну как не любить вот эту вот красоту? Сделали реально красивый дизайн. Вот клыки только единственное. Я вот резина, смотрите, какое. Ну, человек посчитал нужным сделать так. В принципе, рационально. Рационально. Ладно, еще раз пока. Товарищ Вокси, до новых встреч. Следующей весной, как говорится, я тебя оживлю. Красавчика. Посмотрим, кстати, сколько будет делений. Да? Все, все. До связи. Ну вот, как-то так, ребята. Зима суровая у нас. В принципе, если бы там Владивостокская зима была, еще куда ни шло. Но все равно техника дорогая, батарея дорогущая. Батарея сколько стоит? Батарея стоит нормальных денег, кстати. 200 тысяч плюс. А такая, как в этом Воксике батарея, то вообще нормально стоит. Так, пауза пока. Да. Ну а машина, конечно, классная, если честно. Вообще, я кайфую. Блин, чуть телефон не уронил. Я кайфую, потому что автомобиль реально крут. Дизайн, экономия. Вот мы сейчас, когда я обнулял вот приборку, у него показывает 7,5. А у меня сколько показывает? Че у меня тут все зависло-то, е-мое. Ага, так. А у меня сколько показывает? Ну, у меня 9,5 показывает. Ну, с прогревами, со всеми делами. А у него 7,5 показывает. На 2 литра меньше хавает у него почему-то. Ну, так как гражданское использование. У меня там он по полной программе, там постоянно загруженный. Плюс багажник, там прочее десятое. Везде лазю, стану. Ну, у него такие же колеса, кстати, как у меня стоят. Ну все, ребята. Все, хорошей зимы. Всем, кто заморозил свой гибрид неправильно, желаю удачи. Вот. Потому что, как правило, по весне весь движ появляется, когда не могут завести его там, или он в ноль там высадил из батареи из-за того, что там контакты грязные. В общем, весь движ начинается зимой, точнее весной, когда машину надо, разморозили, а она вся, блин, пикает, не заводится и прочее десятое. В общем, но у хозяина данного автомобиля вот еще Вокси, но не гибридный. Вот на меня вот обратили внимание. Потому что, конечно, будешь обращать внимание. У меня-то рестайл. Esquire еще. Ну ладно. Это уже другое. Но у этого хозяина не будет проблем. Просто поставим аккумулятор. 12-вольтовый поставим аккумулятор. Считаю, он в тепле. Этот в тепле. И все. И никаких проблем. Только кнопку нажал. И сразу все заведется. Как-то так. Слушай меня внимательно, ученик. Сейчас я научу тебя добывать еду голыми руками. Ага. Нужно подумать о своей цели. Идет вот так. Ага.
подумал. Тя. О, нихуя.